Руслан Кеншевич, у вас есть вопросы к представителю Министерства внутренних дел? Нет вопросов. Нет вопросов. Да. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Джолдошева Руслана Кеншевича считается оконченным. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Джолдошев Руслан Кеншевич, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемый Конституционный суд, также участники процесса, уже, на данное время были заслушаны все мнения всех сторон. И хотелось бы также отметить, что все-таки, во время выступлений не было, основательно обоснованно доказано, что все-таки имеется баланс между сторонами, уголовного процесса, между осужденным и потерпевшим, что поскольку осужденному предоставляется неограниченное время для подачи кассационных жалоб, в то время как потерпевшим ограничивается годичным сроком. Считаем, что все-таки, что в данном случае права потерпевших ущемляются и нарушается принцип, указанный в пункте 1 статьи 61 Конституции, где каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законами, международными договорами, участником которой является Кыргызская Республика, а также общепринятыми принципами и нормами международного права. Поэтому считаем, что все-таки права потерпевших в данном случае, нормой статьи 442 ограничиваются по сравнению, с осужденным. И, просим признать статью 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики неконституционной и противоречащей пункту 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Самат Кыштыбекович, пожалуйста, вам предоставляется право заключительной речи. Главной задачей кассационной судебной инстанции является проверка правильности применения норм материального и процессуального права и посредством этого установления единой правоприменительной практики, отвечающей конституционным принципам справедливости и законности. Отсутствие общего срока для кассационного обжалования по основаниям не ухудшающим положения осужденного, полагаем, что не является правилом. Процессуальные ограничения направлены на реализацию принципа окончательного судебного решения, предотвращая бесконечное ухудшение положения осужденного и обеспечивает баланс интересов сторон уголовного процесса. На основании изложенного в статье 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Джолдошева о проверке конституционности статьи 442 Уголовно-процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Джолдошева Руслана Кеншевича о проверке конституционности статьи 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.